Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим очередное, второе в этом году заседание Совета при полномочном представителе президента Северо-Кавказского федерального округа. По составу участников, уровню занимаемых постов, наш Совет является самой представительной, самой серьезной и полномочной консультативной площадкой Северного Кавказа. И такому статусу должны соответствовать и решения, которые принимаются на этой площадке, и задачи, которые на ней определяются. Мы сегодня с вами находимся в таком этапе, в таком формате времени, что не имеем права разбрасываться словами и проводить совещание для галочки. Поэтому я посчитал необходимым в сегодняшнюю повестку включить пункт о ходе выполнения решений предыдущего заседания Совета. Однако начнем мы с вопроса, который сформулирован следующим образом: о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа. Поводом для его обсуждения послужили решения прошедшего 5 ноября заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа под руководством премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Возможно, из чисто ведомственной логики можно было бы ограничить нашу тему обсуждения именно протоколом заседания комиссии, однако я уверен, что системный подход и стратегическое видение этих проблем, тем более, которые будут сегодня обсуждены в более узком кругу, намного важнее. Если решение комиссии в той или иной степени затрагивает практически весь спектр проблематики социально-экономического развития регионов, то нам нужно сегодня исходить из конкретного масштаба, конкретно поставленных задач. Поэтому сейчас на старте нашего разговора я хочу призвать всех участников встречи максимально ответственно отнестись к выработанным комиссией мер. Особое внимание хотел бы обратить на поддержку деятельности созданной рабочей группы. Я надеюсь, все получили протокол правкомиссии. Приложением к протоколу определена эта рабочая группа и ее состав. Заниматься эта группа будет развитием промышленного производства на территории округа и развитием агропромышленного комплекса на территории Северо-Кавказского федерального округа. Все вы, уважаемые главы, вошли в состав этой рабочей группы. От полпредства в состав группы вошел мой заместитель Милейко Сергей Иванович. И теперь принципиально важно, чтобы деятельность группы наполнилась реальным содержанием. Чтобы она стала главным локомотивом реализации второго этапа федеральной целевой программы «Юг России». Безусловно, это зависит от нас всех. Не менее значимые другие пункты сегодняшней повестки. Надеюсь на то, что по каждому из вопросов у нас состоится предметный содержательный разговор. Предлагаю перейти к работе и, начиная ее, хочу предоставить слово министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льву Владимировичу Кузнецову. Спасибо, Сергей Алимович. Уважаемые коллеги, Сергей Алимович, в принципе, обозначил основные тематики первого вопроса. Действительно, наверное, актуально, что в рамках второго заседания мы более предметно сегодня поговорим о экономической составляющей, потому что в рамках тех вызовов, которые стоят и перед федеральным бюджетом, и в целом перед различными направлениями развития как округа, так и в целом страны, экономика является фундаментом для определения позиций по многим из тех приоритетов, которые мы сегодня будем обсуждать, и которые в том числе вчера прозвучали из уст президента. И я хочу подчеркнуть, что за то время, которое прошло с момента первого заседания, министерство завершило организационные процессы приема ключевых программ. Это ФЦП «Юг России», ФЦП «Ингушетия». Сегодня оно является уже главным распорядителем-координатором. В ближайшее время мы также станем ответственным исполнителем по государственной программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Параллельно, вы знаете, также по поручению президента мы вместе с коллегами из Дагестана работаем по формированию в рамках нашей госпрограммы по подпрограмме
развития Республики Дагестан. Более детально информация о текущем статусе, о задачах, стоящих в рамках реализации программ, будет освещено Адес Хасаевичем Байсултановым, но я хотел бы сделать акцент на нескольких моментах. Первое, мы находимся уже в середине ноября месяца и понимаем, что осталось совсем немного до, скажем так, завершения тех мероприятий, которые обозначены в 2014 году. Поэтому ключевая задача, и в первую очередь ваша, и в докладе прозвучит еще информация, в какой стадии находится реализация каждых из направлений подпрограмм. И я прошу вас более активно держать руку на пульсе и вместе с нами взаимодействовать по тому принципу, чтобы все, что было запланировано, было реализовано. Подчеркну, почему так настойчиво обращаю внимание на этот аспект, потому что сегодня на уровне Российской Федерации есть четкая установка, что все денежные средства, которые не освоены в рамках выделенных программ, будут попадать в специальный резервный фонд. И дальше уже судьба этих денежных средств будет определяться председателем правительства. Поэтому мы не должны давать право, учитывая первый год, особенно функционирование программы Юг России, дать повод для, скажем так, дополнительных оценок и актуализации целесообразности той или иной программы. При этом хочу подчеркнуть, что сегодня такая работа в правительстве Российской Федерации проводится. Учитывая дефицит федерального бюджета, учитывая все-таки, что в основе всех федеральных целевых программ мы с вами обсуждали, лежат ключевые индикаторы, и в первую очередь индикаторы, обозначенные указами президента, в том числе сегодня это будет один из вопросов также рассмотрен, то, скажем так, неэффективность или невыполнение ляжет основой для того, чтобы посмотреть вообще необходимости довольного направления. Поэтому, коллеги, в том числе выполняя 2014 год, я хотел бы, чтобы мы с вами уже сегодня посмотрели на комплекс мероприятий 2015-2016 года. Для нас как никогда важно еще раз выверить, уже учитывая опыт, а здесь ряд есть и новых руководителей, есть и определенные замечания, которые звучали из ваших уст по принципам, по которым закладывались те или иные мероприятия и проекты в изначальный перечень программных направлений. Поэтому для нас очень важно посмотреть вперед, и если нуждается какой-либо объект или какое-либо направление в корректировке, максимально эффективно провести эту работу. Для того, чтобы сделать основным достижением это начало освоения и финансирования не так, как это происходит у нас в этом году, а уже в первом квартале или крайний срок в начале второго квартала. Особенно мы понимаем, что это сегодня актуально из-за ограниченности банковской системы, из-за того, что в целом сворачивание экономики. И я уверен, что эффективная своевременная работа – это не только решение социальных или экономических задач, но это очень серьезное подспорье для тех хозяйственных субъектов, которые находятся в каждом из регионов и которые в том числе могли бы получить через это дополнительное экономическое дыхание. Второй блок вопросов, коллеги, уже было сказано, Сергей Ильич, также это программа развития промышленности. И я, к слову, не буду хлеб отнимать у Андрея Владимировича, обращу внимание только на то, что вот только что посетил завод «Севкабель» в Кабардино-Балкарии. И выяснил следующее, что с одной стороны предприятие очень устойчиво, эффективно работает, но когда мы даже говорим про программу импортозамещения, то на этом рынке очень много у нас конкурентов, которые находятся в субъектах Российской Федерации. И от того, как эффективно мы максимально сорганизуем, учитывая те решения, ту поддержку, которая была оказана председателем правительства, в рамках программы импортозамещения, программ реализации мероприятий по приоритетам сельскохозяйственного направления. От того и в конечном итоге и будет зависеть наш результат и изменение показателей социально-экономического развития. А вы, наверное, я уверен, только то, что получили показатели за 9 месяцев, и можете активно, можете реальное времени посмотреть, где у нас с вами есть позитивная динамика, а где есть
есть определенные пока торможения. Вот если мы посмотрим там в целом округ, то пока по 8 месяцев по индексу промышленного производства у нас пока 99%. Да, есть субъекты, у кого это за 100 переходит, но есть субъекты, у кого динамика даже хуже этих цифр. И поэтому программа импортозамещения для нас является ключевой. Принимая во внимание, что, опять же, статистика показывает, что по объему инвестиций мы с вами идем пока с приростом, по темпам ввода жилья также, в целом по округу, хотя есть перекосы по сельскому хозяйству. Поэтому для нас именно в рамках сегодня и секторальных ограничений, и в целом спада экономики ключевым является максимально организационная ответственность для того, чтобы не менять уже сформировавшийся в предыдущие годы в округе тренд, а наоборот его увеличивать. Поэтому, коллеги, это, наверное, основные вопросы. Я хотел бы еще отнестись к тому вопросу, который я поднимал на прошлом тоже заседании. Я благодарен всем, что все дали согласие войти в попечительский совет нашего Северо-Кавказского федерального университета. Сегодня есть желание вице-премьера принять участие в первом заседании нашего попечительского совета. При этом подчеркну, вы помните, что совсем, опять же, на недавней встрече с ректорами высших учебных заведений президент еще раз подчеркнул роль образования. И мы, опять же, с вами, обсуждая любые проекты в сельском хозяйстве, в промышленности, понимаем, что без образования нам ответить на те вызовы, без надлежащей кадровой скамейки тех людей, которые потом будут реализовывать, невозможно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все-таки с вами до конца недели максимально выверили и определили дату нашего первого заседания. Я уверен, что Сергей Алимович откликнется на приглашение, потому что того, как мы сегодня под запросы экономики и социальной сферы организуем систему подготовки кадров, в конечном итоге будет зависеть успех всех наших начинаний. Анализ, опять же, проведенный по балансу рынка труда и только что по тем контрольным цифрам, которые министерство представило на основании той работы, которая была проведена с вашими министрами, с отвечающими за это направление, показал, что у нас еще здесь есть очень большие перекосы. И нам очень важно сегодня именно в этом образовательном сезоне выстроить правильные ориентиры, дать сигналы системе образования и под это вместе с соответствующими уже профильными министерствами посмотреть, какая помощь и какие дополнительно нам нужны организационные и другие мероприятия для того, чтобы система образования именно работала на результаты, и молодые люди, которые с нее выходят, получали не формальные бумажки, а все-таки знания и дипломы, отвечающие современным запросам. Спасибо.